Абрикосы – сладкие, сочные, бархатистые. Вырастить такое в наших широтах под силу только опытным и знающим людям. Именно таковым является герой нашей сегодняшней программы Владимир Геннадьевич Цыганов. И он готов поделиться своими секретами. Еще не так давно абрикосы выращивались исключительно в умеренных климатических регионах. Однако со временем, когда свое ремесло начали совершенствовать селекционеры, культура радовала крупными и сочными плодами даже в северной полосе России. Но в любом случае вырастить абрикосы на своем участке, пусть даже и при наличии умеренного климата, дело довольно непростое. У Владимира Геннадьевича Цыганова на это ушло ни много ни мало – несколько десятков лет. Я рос у дедушки в саду, потом у меня у отца сад был. Потом мне когда-то давно, в 1978 году, соседи у отца по саду, Попова, их сейчас живых нет, угостили ягодкой абрикоса. Ну, я тогда вообще не знал, что они здесь могут расти, и эту ягодку посадил, косточку. И потом брал семена от вновь выросших абрикосов и пересевал их почти 40 лет. У меня они всегда были, но вкус был не очень такой хороший, то есть кисловатый, сахара мало, мякоть не плотная, не такая. Вот упадут они, спелые, в брызги разбиваются. А чтобы чем-то опылить и что-то получить новое, надо же новое было где-то взять. А взять-то негде было. И вот после того, как появился интернет, я научился им пользоваться, нашел людей по всей стране, заплатил очень и очень много денег, потому что 90% они обманывают, эти люди. И кое-что получил вот уже более или менее красивое, вкусное, зимостойкое. Как отмечает герой нашей сегодняшней программы, у многих просто не хватает терпения, чтобы вывести нормальную культуру, которая давала бы вкусные и сочные плоды. Большинство хотят посадить саженец и практически сразу снимать урожай. Но по многолетнему опыту Владимира Геннадьевича, за плечами которого работа в детском эколого-биологическом центре и преподавание в институте, такого не бывает. Как и любое дело, выращивание плодовых деревьев требует тщательного к себе отношения. Но садоводы-любители, часто по незнанке, при выборе саженцев попадаются на уловки мошенников. В Молдавии и на Украине саженцы стоят 2 копейки. Если привезти КАМАЗов 20 в Москву и сложить в подвалы, чтобы они не засохли, а весной их оптовикам продать, вот представь, купил ты саженец за рубль, зиму он у тебя полежал, весной ты его продал за 10, каждый саженец. Сколько прибыль? 10 000%. Вот и все, и потом эти саженцы едут по всем городам России и торгуются как, орловские, воронежские, свердловские сорта и все остальное прочее. Хотя на самом деле такого быть просто не может. Большим недостатком Владимир Геннадьевич считает отсутствие в нашей округе своего селекционного центра, который занимался бы выведением культур именно для нашего климата. Поэтому местным садоводам приходится делать это методом проб и ошибок. Покупаем то, что можем достать, сажаем, выращиваем, делаем выводы по вкусовым качествам, по зимостойкости, по всему остальному, и только тогда жизни не хватит. А что смеешься? У меня получилось, как вот этим всем заниматься, я же не рассчитывал. Дали сад коллективный, кормить не надо семью. Председатель привез саженцы. Я говорю, продай мне УЛС, зимний сорт, я знаю. Но он мне продал, выросла Антоновка. Тоже сорт неплохой, но мне хотелось УЛС, понимаешь? А пока выросло, то 6 или 8 лет прошло, а жизнь-то не резиновая же. Я понял, что если я сам не начну вот это делать, то я сдохну и яблок не поем. Хороших, нормальных, что, не так, что ли? Я вот буду ходить туда, к этому магазину. Ты знаешь, я тебе еще прикол расскажу какой. В магазине, который торгует тоже саженцами, у нас цветочные там всякие, привозят же саженцы. Подхожу к магазину, не буду говорить, какой магазин, чтобы не делать ему рекламу. Люди выходят, 1,5 метра саженцы с голыми корнями. Такие этикетки импортные, красивые. Я прочитал, этот сорт у нас в Крыму и то насморк ловит. А у нас сибайн расти вообще не может. Я у хозяйки спрашиваю, слушай, говорю, и цена такая? Ты, говорю, они же у нас расти не будут, ты где взяла? Да, привезли, Челябинск, я забрала.
Я говорю, так у нас же расти не будет. Да мне, говорит, какая разница, будет, не будет, видишь, разобрали все. Вот и все. А не то, что там до зимы дорасти, у них корни-то сухие, понимаешь? Ну, то есть люди, которые не знают вот этого ничего, они вынуждены платить свои деньги, сажать с нулевым результатом. Самому Владимиру Геннадьевичу сейчас практически не приходится сталкиваться с нулевым результатом. Имеющиеся опыт и знания помогают ему держать семейный участок в образцовом виде. Ну а абрикосы, несомненно, служат одним из главных украшений. 4-й сезон растет вот это дерево. Абрикос – самая скороплодная культура. Ну, где-то на 2-3 год привитое растение дает первые плоды. Ну, со временем урожай нарастает, конечно. Ну, максимум может в наших условиях до 100 килограмм дать плодов. Вот и все. Но чем меньше плодов на дереве, тем плоды крупнее. Даже вот по кроне смотришь, где на ветке налеплено побольше, они помельче. Чтобы вырастить абрикос, надо знать, какой климат у нас. То есть стоит его сажать или нет. У нас как раз хороший климат для того, чтобы вырастить абрикос. Потому что у нас сухо, земля воздуха и влагопроницаемая, то есть с песочком чернозем, камень, щебенка в земле, влага не застаивается, воздух гуляет. Вот эти условия для абрикоса очень хороши. У нас нет оттепелей зимой, что для абрикоса очень вредно, он умирает. Если оттепель есть, то все. У нас нет снега, это тоже хорошо. Плюс в летнее время, чтобы абрикос прошел нормальный вегетационный период, то есть отцвел, дал плоды, плоды, чтобы созрели и все нормально было, надо минимум 2400 градусов. Я тебе объясню по-простому. Чтобы выросло растение, надо определенное количество тепла. Определенное количество тепла в безморозный период считается так. Берется среднесуточная температура безморозного периода каждого дня. Сколько дней? Там 150, да? Средняя суточная температура 20 градусов, да? Получается где-то 3000 градусов, да? Вот. Ну, для абрикоса минимум надо 2400, чтобы он успел созреть и подготовиться к зиме после того, как плоды соберут с него. Тоже факт немаловажный. Ну, вот это для него. И еще такой маленький нюанс. У нас зона рискованного земледелия, степь сухая, не хватает на 1/100 в течение вегетационного периода 5 тонн воды. То есть вне зависимости от того, абрикосы мы сажаем или там яблони, груши, или именно конкретно для абрикосов не хватает? Вообще для всего. Для пшеницы, для яблок, для груш. Если бы у нас была норма, то есть вот эти вот, что мы имеем, у нас сумма осадков среднегодовая 390 миллиметров. А чтобы рос лес, надо где-то около 600. Ну, представь, у нас в 2 раза меньше. И вот чтобы абрикос, как бы он хорошо, да, у нас карбонатная почва, земля воздухопроницаемая, прям все шоколадно. Единственное, что зимой, ну, когда за 40, там тяжело всем людям, растениям, скоту, птицам. При правильном подходе, как убедился герой программы, и в наших краях можно вырастить много разных фруктов. Тем более, что именно в Сибае нас во многом спасает ландшафт. В черте города у нас плодовые растут, и растут неплохо, а вот в окрестностях города плодовые растут, но надо быть очень хорошим садоводом, чтобы это вырастить. У нас все-таки нас спасает. Вы видали когда-нибудь город с точки аэропорта? Вот так вот эта гора идет, вот она нас закрывает, она нас хранит, она не пускает сюда ни град, ни ураган, ничего. И вот за счет этого здесь растет. Я раньше думал, почему уральское наливное яблоня, уже знаешь, такая мелкая. Такие деревья у нас большие в садах, столько яблок дают. Выезжаешь вон в сторону Акьяра, заезжаешь, допустим, в тот же Целинный. Это же уральская стоит, ну дай бог, как вот этот абрикос. Яблоки, правда, помельче, чем абрикосы у меня, потому что холодно, она не растет. Владимир Геннадьевич, ну сейчас мы стоим возле груши, и невооруженным взглядом видно, да, что здесь разные виды листочков. Вот расскажите, что это у вас за чудо? Вот это вот на самом деле не чудо, а безобразие.
Вам виднее. Да, это из той же серии, Ильян, понимаешь, что нет у нас груш и яблок, которые я мог бы взять, купить, вот что точно знаю, что этот сорт, посадите, чтобы у меня не болела голова. Я его посадил, он у меня в 2007 году выдержал мороз минус 42 градуса. И после этого она плодоносила. Груши, вот видите, какие непрезентабельные. Но мне не понравился у этого сорта один нюанс. То есть, если я ничего с ним делать не буду, он не имеет хорошая зимостойкость. И вот все цветы у него сохраняются зимой, и с каждой цветковой почки получается где-то 6-8 цветков. И они все цветают и завязываются. А вот на других сортах, вот на свердловчанке там, из каждой почки вылазит 7 цветков, отцветают и завязываются 2-3 плода. Чуешь разницу? Здесь 6, а там 2-3. И получается очень много плодов. Ну, естественно, дерево же прокормить не может столько. Ведь сколько цветков на дереве, ты же представляешь, это сколько, да, даже на черемухе. То есть нереально. И часть пропадает. А это все держит хорошо, и приходится ставить мне лесенку, убирать все лишние груши. Если я эту процедуру не сделаю, нормирование плодов, тогда груши будут грамм по 100 и невкусные. Если я проведу нормирование, я ставлю вот так вот по 2, то средний вес каждой груши 180-200 грамм, максимально 300. Ну, представляешь разницу, да? Это груша осенняя, где-то поспевает она, 20 сентября месяц может лежать в холодильнике, причем абсолютно сладкого вкуса, то есть ни кислинки, ни горчинки. Вот и получается, что на одном дереве соседствуют 9 разных сортов груш, 4 из которых зимние. Эксперименты приносят свои плоды, в прямом смысле этого слова, а потому и для своих внуков у Владимира Геннадьевича всегда найдутся природные витамины. Его главный принцип – сажать то, что он сам и его семья захотят есть, а потому критерии отбора всегда бескомпромиссные. Сегодня на его участке можно увидеть не только яблони, груши, абрикосы и персики. Здесь растут дыни и арбузы, морозостойкий виноград, сливы, алыча и многое-многое другое. Владимир Геннадьевич Цыганов отмечает, климат у нас сухой, нет грибковых инфекций, поэтому для роста всевозможных культур условия есть, было бы желание. Ну а ближе к осени он пригласил нас отведать груши, которые к тому моменту обещают стать сочными и маслянистыми. Это тоже результат его долгого и упорного труда. Ну что ж, до новых встреч!